Так, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, и мы находимся в Якутии. Сегодня второй день, как мы рыбачим. У меня в гостях Данил, рыбак из города Мытищи, Московской области. Мытищские рыбаки у нас уже. И хочу начать ролик с того, что сейчас у меня начнется, хочу разделать нам на вечер, приготовить щучку, пожарим щуку, вот, и разделку, подготовку рыбы хочу заснять быстренько. Для того, чтобы почистить рыбу, нам нужна доска, как бы доска тоже не обязательно, но я поставлю. Допустим, вот щука, и начистить вот следующий нож. Вот такой вот нож. Я сам заказал именно этот нож, такой вот производителя, чтобы у меня был без дола, без ничего. Такие ножи есть на моем сайте клеваярыбалка.рф, друзья. Кому интересно, заказывайте. Спарка из двух ножей, маленький и большой. И вот этим ножами я делаю все. Мясо разделываю, рыбу, быту, короче, использую. Ножи бытовой, хозяйственно-бытовые, поэтому что тут, кожные, ножные, получается, кожаные, и карельская береза ручка. Металл Х12 МФ. Кому интересно, заказывайте. Вот так вот чистится рыба, смотрите. Щуку в данный момент чистим. Планирую вечером ее пожарить. О, смотрите, какая жирная щука. Давайте кожу оставим. Буду срезать только чешую. Кожицу пожарим. Может, кто любит. Я, допустим, обожаю кожицу. Все, готово. Друзья, ну вот я пришел в палатку, и здесь плотва поедает нашу вчерашнюю прикормку и вообще как бы все, что мы набросали туда. Вот. И сейчас я ее опять закормлю и выловим эту плотву. Не, ну она молодец, конечно. Я тут все закармливал, значит, специально. Она, конечно, молодец. Пришла такая наготовенькая. И съедает мою прикормку, да?
Нет, ничего подобного. Сейчас мы ей устроим. Сейчас мы ей устроим. У меня тут опарыши, мормышка. Давайте выловим нахалку. А заодно проверим удочку, друзья. Вот такая удочка. Это ручная работа. На сайте клёвая-рыбалка.рф она тоже есть. И она вот с таким тумблерком. Вот, смотрите. И когда происходит поклевочка, лампочка горит и звук. Давайте поставим удочку и проверим работу этой снасти. Будет прикольно. Так, ну, штука на самом деле довольно интересная. Интересна она чем? Тем, что вчера при помощи нее, ну, мы вечером что-то тут делали, и произошла поклевка. Я не видел поклевку, но сигнализатор удочка нам просигнализировала о том, что у меня клюет. И мы вытащили плотвень. Ну, плотвень хорошую мы вытащили. Вот. Сейчас я попробую хорошо здесь закормить, чтобы днем плотва, которая бы здесь вот плавала, ну, подплывала к нам, она здесь осталась. И поэтому сейчас я сварю обед и там специально крупу сварю. И остатками крупы я закормлю здесь все. Вот. Да не, ну они так, ну всю прикормку сожрут, получается. Сейчас вот всю прикормку сожрут и уплывут. Поймали? Я поймали себя? Поймали? Одного поймал я. Так, вот ребята приехали. Дмитрич, Яныч с рыбалки едут. Оказывается, они были там на полярном круге. И говорят, рыбы мало, но немножко поймали. В общем. Сиги есть, щуки мелкие. Что говорят? Вот таких нету. Щук таких нету, да, вот пятюра. Вот Пока лежит. нету. Когда будут? А? Когда будут? Когда лед, шука по этой стороне пойдет. Ну, через Шук, неделю, шук когда мы создаст. поедем туда, тогда нормально будет. Дня через 4? Да, когда шука по этой стороне пойдет. Угу. Шум создаст. А тихо же, там до середины вообще чисто вот так вот, да. Манных такие-то. Я одного где-то И под гигантским тоже не ловит из-за этого. Берем какой-то дом. А коней тоже нету, небольших? Рыбак, так, рыбак. Давай, Давай, рыбак. Всё, давай. Ищи. Друг. Давай, До свидания. Хорошего дня. Два недели колетка. Полярная крупка. Все, увидимся. Дай бог. Уже хороший караул. Так, дорогие друзья, на этой ноте мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск. В общем, все попытки мои найти сорогу, плотву в этом озере тщетны. Я не нашел сорогу. Две штуки нашел. На 4,5 метра приехал, столько работы опять сделал. Ничего не поймал. Мы закормились на том месте. Надо было, может, там остаться. Нет, ну мы туда можем вернуться в любой момент. Пусть она там, рыба, ну, соберется за ночь. Мы там ее наблюдали сегодня, хоть в камере. Так она сейчас ушла уже вечером. Думаешь? Да. Вчера ее не было там просто. Вот. Вообще нам сейчас вот Дмитрий с Янычем приезжали. Мы посидели, пообщались. Дело в том, что Данил приехал на 2 недели ко мне в гости. Не на одну, а на 2 целых. Так что 2-я неделя наша будет там.
на реке Лене. Там будет совершенно другой контент, совершенно другая рыбалка. И сегодня, в этот день, я хочу завершить этот ролик тем, что вот мы сейчас сидели, разговаривали вот про наклейку на моем ящике. И я решил сделать такой небольшой презент Данилу. Может, ему понравилась моя наклеечка. Вот. И подарить ему вот такую наклейку. Спасибо. Клевая рыбалка. Ящик зимний у меня есть, я обязательно наклею. Да, вот можешь ходить, ты в парке там где-то себя рыбачишь в заповеднике. Да, да. Вот, пожалуйста. На форел. Все будут Спасибо. смотреть, говорить, где купить, ты будешь всегда говорить на клёвая-рыбалка.рф. Да. Все, Спасибо. на этом мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Если что-то поймаем, это будет уже в других сериях. Так что всем пока. Так, сейчас будем разделывать вот эту щуку огромную. Но она уже это. Готово. Нет, еще не готова как. Вот эта сторона мороженая немножко, но почти отошла. Так, разделывать будем на вот такие пласты филе. Вот. Данил хочет увезти домой филешку, поэтому икру будем забирать, солить будем икру. Тоже покажу, как на морозе чистится все это удобно. Щуку полностью не размораживаем, то есть она как есть. Так, давайте. Ну, первым делом брюхо спарываем. Вот он сам ее почистил, пока она была мороженая, он ее посрезал с нее шкуру, получается. Ух ты! Икряная попалась тебе. Красава. Вот. Видишь, сколько икры. Уху! О, Деликатес. икру будем солить, да? Да. Завтра будем есть соленую икру. А сейчас будем рыбу жарить. Вот эту штуку пожарим. Ты хочешь поесть жареную рыбу или нет уже? Да-да. Ужинать хочешь? Да-да. Угу. Ну, немного. Я тоже как-то не очень. Могу вообще не ужинать. Можно пожарить, чтобы завтра поесть, например. Да? А ты так не это, да? Ешь, ничего страшного. Да, ты что, только свежее ешь? Нет, что, я могу и... Она еще лучше, вкуснее становится. Вот. Знаешь, да, об этом? Угу. Интересно, что у нее в желудке тоже? Ничего нету, вот пустой желудок. Серьезно? Да. Вот это да. Голодная щука нам попала. Вот. Печенку отрезаем. Тоже можно поджарить. Можно тут еще, конечно, и потрошки, конечно, делать. Но это на любителя, я так полагаю.
Вот, все. Голову отрезали. Вот так все это счищаешь. Голову отдельно. Вот так раскрываешь. Вот. Смотри. И вдоль хребта вот так режешь. Все очень легко и быстро. Вот. Получился у тебя пласт. Вот эту кровь просто вот так вот счищаешь. Вот. Видишь? Угу. Вот. Раз. Филешечка. Теперь второй стороной. Вот тоже кровь. И тоже вот так же счищаешь. Когда она мороженая, она чистится хорошо. Я люблю мороженую рыбу чистить. Без всяких соплей, слизи и так далее. Ружье. Все. А вот эту икру, ее, короче, вот так чистим. Знаешь, пленка вот эта, когда она оттаивает, пленочка, она, ну, попадается в эту, в икре бывает. И поэтому, чтобы ее не было, ее вот хорошо счищать мороженое, когда она, вот, она сама отлетает вот. Такая хитрость, да? Да. Пленочка вот эта. Вот. Ну, вот она. Вот эта пленочка защитная. На чем она держится, короче, да? Ну да, она потом. Некоторые вилкой крутят, чтобы ее накрутить. Некоторые какую-то гороходку используют. Да. Через нее ее продавливают, как через сито, что ли, через. Но она все равно у нас будет потом присутствовать, потому что икра недозревшая, понимаешь? Икра, она недозрела. Второй тоже? Что? У второй щуки, у большой. Да, они сейчас... У них икромет начинается весной. Вот. Недозревшая икра, ну пойдет. Есть-то ее можно все равно. Ну, смотри, обе щуки были как бы беременные. Обрюхаченные, что ли? Беременные. Только одна, которая поменьше, на 4 килограмма, она вот питалась активно. И мы у нее нашли в брюхе, сколько там, 5-6 щучат, окуни, еще какую-то рыбу, да? Окунь был, и этот. Ну и щуки в основном. Нет, это все щурята. То есть она вот свое потомство съедает. Понимаешь? Угу. Каннибализмом занимаются щуки.
По всему озеру пошло. Волна, да? Ага. Ночью так с просонья вообще не поймешь, думаешь, что происходит, елка, куда бежать? Конец света настает, да? А. Сейчас палатка под воду уйдет. Думаешь, да? Угу. Так, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас продолжается наша рыбалочка. Каждое утро мы вот так вот просыпаемся. Обязательно окунаем снасти. Нужно проверить, что Да. под нами У происходит. меня так вообще всю ночь стоит удочка. Я ночью просыпался и блеснил. Потому что мы ночью Все из-за той, видели большую да, щуку. из-за одной щуки. Вот мы чуть с ума не сошли, когда ее увидели. Во-первых, было 12 ночи. Как она чухнула, да? Да, и она была просто гигантских размеров. Выплыла из тьмы. О, это что? Кто-то подплыл. Рыба подходила, но не берет. Сейчас Тюкнула. тюкнула в руку, да. Белый балансир. Теперь проверим блесны. Возможно, сегодня будут работать блесны. Наконец-то, да? Да. Опускаю серебряную блесну. Компания. Уру! Складно, складно. Класс. Наказали мы эту щуку. Все, теперь можно есть спокойно, потому что никого уже не будет точно. Выловили утром щучку. Вот такую. Ну, только леску не пережимай пальцами. Вот Да, эту, и вот вот эту. кручу. Вот смотри. Так я держу. А, ты удержишь вот так, да? Машу, да, Вот и так вот. вот. А потом крутишь. Чтобы курок не задеть и леску, чтобы не задеть. Понял, понял. А что, вот так вот крутить нельзя, что ли, тогда? Вот так держать и удерживать. Можно, рука, наверное, ставит. Часть. На! Ай, не забагрил, я его испугал. Он уплыл. Отключаем. Так, это забираем. Сейчас я его выловлю. Я знаю, что ему надо. Уплыл, я его задел. Ему нужна вот такая штукенция. Ты балансир свой не раздави только. Ага. Ай, елки, я аж забыл про него совсем. Да, тебе его цеплять надо, он это. Прям. Я пока свою эту лунку сейчас закину свою блесну, потому что у меня тут камера. Сейчас я его выловлю. Слушай, не умею я эти глаза вытаскивать. Походу, я его туда его вдавил. Нет, а ему надо в щеку давить, чтобы глаз вылез. Спасибо, тренер. А ты ударил его, да? Нет. Этой мормышкой. Просто он ушел. Да, я же сказал, он задел его. Он испугался. Просто это была это единственная рыба, которая могла. Сделать контент. Да, сегодняшний день нам. Она могла сделать наш день. Но что-то пошло не так. Что ты отцепил, нет? Глаз, да. А, этот нет. Не-не-не, этот надо его отцепить. А то раздаем сейчас и этот сломаем. Этот. А это дефицит у нас. А что здесь только рвать его, наверное, или что? Ну, вот как его цепишь? А? Что? Ну как?
потихоньку, один крючок за другим. Сначала один, потом второй. Пробовали блесной, подманивали и всяко разно. Попался вот такой вот окунь. Взял на обычную муху. Вот такая вот муха на мормышке. Красного цвета. Но она более, естественно, цвет под бормыша. Потому что здесь очень много бормыша. Вот такой вот окунек. Мы думали, он мелкий. В камере он выглядел не таким крупным. И борзым. Да, но оказался довольно нормальных средних размеров. Среднестатистический окунь. Такой. Но по повадке вот этого окуня я могу сказать, примерно предположить, какой сегодня будет клев. Он будет, ну, ниже среднего, Ну так вот скажем. смотри, не стая была, и он был всего лишь один, и он взял. А обычно они не берут так. А когда 2-3, они как бы соревнуются между собой, кто первый возьмет приманку. Ну, сейчас пойдем туда, где много окуней, и Проверим. проверим твою гипотезу, да. Как на Дубае. Вроде во рту было. Я удочку на улицу жать нес. Зачем на улицу идти, когда здесь тепло? Он забагрился. Да. Ну. Багрила. Багрила. Посмотрите на него. Нет. Ну да, за бороду. За бороду взялся. Ну, это воротниковая зона, как бы, это считается. А, это считается, Да. да, на фролевой рыбалке? Ладно. Вот, друзья, вот такие окушочки поперли. Это значит, что он лежал в желтом сугробе. Клевая рыбалка. У нас желтые сугробы. У нас желтые полосатики. Главное не дойти до коричневого сугроба. Если, друзья, в магазине вы к пиву покупаете желтого полосатика, знайте, что он отсюда. Это местный окунь. Да, это наши поставки. Окушок. Желтые полосатики. Окушок. Ну, они, знаешь, они прям вот целенаправленно плыли, получается, оттуда сюда. Думаешь? На мель выходили. Там снял мушку, друзья, вот поставил под натуралочку, под эту, под бормыша. Окраска бормышовая такая вот, более оранжевая. Под оранжевую. И подплыл окунь, заинтересовался и прям вот взял, друзья, прям. А говоришь, клевать не будет сегодня. И прям взял. Вот он. Вот Что здесь такой у нас, вот окушочек. намочил? Да. Вот. Такой вот красавчик. Вот на такую оранжевенькую мушечку. Мушка-мормышка. Все. Туда его. Так, ну, закон подлости. Как только я хотел уйти, начал собираться, приплыла сорога. Плотву хотел идти искать, приплыла плотва. Что ты будешь делать-то, а? Может, вообще никуда сегодня не переставляться, просто сидеть здесь. Сразу причем пытается взять мою эту муху, вот есть, бросил, ну как, мушку. Есть. Иди сюда. Вот такая плотвень. Вот такая вот плотва, друзья. Во. Аж палец. Иди сюда.
Смотрите. Вот такая плотва. Короче, пока посижу маленько. Потому что... Так, друзья, ну вот с утра взял камеру, эхолот, удочку, черпак и пошел на поиски рыбы. Данил там остался возле палатки, вместо нашей прошлой стоянки. Иду ближе к берегу, к тому, в той стороне. Буду искать скопление плотвы. Ну, чтобы вечера было приятнее коротать, а не вот так вот в тишине, без рыбья. Иду искать плотву. Короче, пробежался везде, вдоль того берега. Травы много, глубины нету. Максимум метр где-то. Но очень много ила, травы, какие-то мелкие щуки. Поэтому вчерашнее место вернулся, откуда мы переехали. Здесь, кстати, рыба плавает, если что. Ну, вчера же мы здесь закормились хлебом, там сороги плавают, окуня. Вот такая вот рыба. Вот. Сейчас попробуем выловить. И сразу крайняя лунка 2 метра. Наверное, где-то вон там. Ну, крайняя, да? А кусочек такой размер. Жерлицы так и стоят. Ну, поставь на жерлицу его. Да я не отдолблю. Ну вот, друзья, когда мы вчера приезжал я ставить палатки, чтобы встретить Данила здесь вот на озере, там вот стояли местные, ну, ребята с поселка, и они сказали, что здесь посреди озера уже, ну, к их приезду, это было воскресенье, перед самолетом, перед понедельником, и сказали, что здесь стояла палатка вот на этом месте, и кто-то здесь уже жил довольно так долго. И посмотрите, сколько вот оставлено за собой мусора, да, вот здесь вот в чистейшем месте, так скажем, неорганического мусора, а именно пластиковые бутылки, там всякие пиво вот пили, везде разбросали мусор и уехали люди. Питались всякими конфетками, халвой. Короче, это свиньи какие-то здесь жили. Так, ребята, так не поступайте, пожалуйста, если вы рыбачите, да, убирайте за собой все. Есть мусор, за собой убирайте. Мы, конечно, уберем, сожгем все это дело, конечно, но впредь так не надо делать. Вот эти рамены. Не надо свинячить. Если вы свиньи, как бы, по жизни, то оставайтесь ими, как бы. Но свинячьте дома у себя. Ну, рыбаки были, вот, видно, что плетенки. В общем, не делай это, друзья. Хуторок, вафли. Как-то не по-людски получается. Везде вот эти дошираки раскидали. Вот.
Ну ладно, там вот эти палки оставили туда-сюда, это все как бы разлагается, все это как бы природное, да. Но если оставить пленки, ну вот эти целлофаны, то они будут, ну вообще тысячами лет лежать. Вас, наверное, уже не будет, а это все херня, все останется. Вот. Дофига здесь очень много лунок пробурено. Вот. Посуду. Вот это вообще самое плохое. Вот эти вот. Так что убирайтесь за собой, друзья. Тем более я смотрю, ну печка была у людей, да? Вроде дрова вот какие-то или костер тут они что тут сделали. И насвинячили. Как-то не то. Так, ну вот, друзья, произошла очередная перестановка палатки. Вообще у нас перестановка палатка происходит вообще каждый день. Вот. На новом месте сейчас вот чайник нужно вскипятить. Хочу приготовить обед нам и заодно давайте проверим луночки. Ну, Данил там снаружи ловит отлично. А я хочу проверить в палатке, есть ли рыба вообще тут, на нашем новом месте. И какая рыба, какая глубина. Все это интересно. О, 2,7 метров всего. Что-то есть, кстати, даже на дне. О, тот пытается взять. Ого. Окунь. О, хороший. Хороший окушок. Чайник закипел, походу. Смотрите, не успевает опуститься, сразу поклевка следующего. Ну, то есть тут в палатке, в принципе, вполне можно рыбачить. У меня сейчас чайник закипел, друзья. Давайте выключу. Чайник. Да, уже кипит. Обед наш готов. Сейчас будем обедать. Сегодня у нас уха из рыбы. Пока Данил сказал, я, говорит, подойду чуть позже. Пока он будет идти, что мы будем делать? Даже не знаю. Давайте попробуем икру вчерашнюю. Вчера засолил щучью икру.
Просолиться как бы просолилась, но она сама недозревшая, то есть крупнозернистая, ну, мелкозернистая. Ну а так нормально. Есть можно. Камеру маленько переставим. О, идет. Окунь. Пообедать не дает. Опа. Дай его. Слетел. Пока ждем Данила, дубасим окуней, как говорится, на мормышку. Давайте поставим. Потихоньку сжигаю весь мусор, который остался от прежних с боков печи, и заодно рыбачу. На мормышке что-то было? Нет, просто мушка вот эта. На мушку клюнул? Да. Смотри, знаешь, что они так? Красава, что-то тащим. Ну это окунь. Огокунь. Здравствуйте, полосатые братья. Да. Размерчик. Туда его. Так, в завершении вышел порыбачить. После обеда уже конец дня уже. Я вышел порыбачить. Может, что и поймается. Ага. Есть. Так, глаз забираем. За подбородок засекся. Глаз сюда. Погнали. А глазом-то получше должно быть. Угу. Есть. Сегодня поменьше поймал. Ну, зато сделал много всяких дел полезных. О, отдай глаз. О,
Давай. О, вот здесь вот Данил стоит. У него здесь просто бойня. Бойня. Все до последнего окуня. Вот щука, да, еще сегодня была? Да. А, ну вот щуки здесь, они все. Да. Вот я говорю, надо здесь вот искать. Легко там толстый, поэтому чисто хорошо есть. Вообще все нормально. Ага. Оба-на! Хороший дядя. Да. Прям заброс сразу, поклевка. Практически. Но не тут-то было. О. Ну, как-то, знаешь, вяленько здесь, вяленько. Вяленько совсем. Ага. Да. Давай еще. Сразу подбойчики пошли. Есть. Блесна без глаза, может, из-за этого слабо клюет. Надо глазик свежий обновить. Подновить. Так, сейчас. Ой, язычок сломался, все. Точка атаки сломалась. Так вот. Туда. Ага. О, хороший дядя. Не ломай тут ничего. Ну вот ты смотри, запоминай, сейчас потом будешь рыбачить там как на водохранилищах.
Как надо прятать рыбу-то? Тогда нужно сесть на колени. Или ходить все время махать. Просто так. Потом люди перестанут на тебя обращать внимание. Скажут, что за дебил. У меня место дислокации. О, сразу. Ну, хорошее место. Воду. Хорошее место нашел. Причем заглотил прям в шахту. Как вылетело. О, наконец-то и у меня поклевка. О, ничего себе. Ну это вообще огромный. Я не знаю, он сколько тут. Наверное, килушка. Килошный, наверное. А у тебя есть весы рядом, да? Ну, это грамм 800 точно. 800 грамм. Давай проверим. Давай. Ну, тяжелый такой. Включил? Да. Держи крючочек, если я вот сюда свяжу на этот крючочек. $830. Ничего себе у тебя Сказал 800. глазомер. Такой 800. Значит, килошка, значит, еще больше должен быть. Ну, у тебя опыта побольше, да, конечно. Ты же много раз окуней ловил. Есть, да? Но... Считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Так, ну, в общем, все. Всех собрали. Сегодняшний улов получилось 132 окуня. Ну и одна плотва там, и одна щучка. Сейчас мы это все вот так распределим и заморозим на ночь. Все на этом, друзья. Ну вот такой сегодня улов. Спасибо Данилу за то, что сегодня рыбачил. Тебе Я, спасибо, конечно, что привез сюда. Я, конечно, просто так, ну, занимался другими делами, но Данил молодец, за мной вся гора это рыбы, которую поймал практически он. Ставим Данилу лайк, пишем комментарий, делимся с друзьями. Всем огромное спасибо, всем пока. Пока, говорит Данил. Пока!